В эфире Якутии-24 новости и самые заметные события к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Второй день работы паромов по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Решилась ли проблема с очередью и приступили ли суда к штатному расписанию? Квота есть, а желающих недостаточно. Работодатели Алданского района предусмотрели 150 вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, но заняты из них только половина. Третий день акции «Мир, труд, ГТО». Мероприятие по сдаче нормативов приобрело массовый характер. Активная фаза ледохода на Лени по-прежнему проходит в Жиганском районе республики. По последним данным, нижняя кромка находится в 20 километрах ниже поселка Жиганск. Уровень воды почти на метр ниже критического. На реке Колыма активная фаза проходит по территории Среднеколымского района. Ледоход густой. До критической отметки еще около 2 метров. На реке Индигирка активная фаза проходит по территории Абыйского района. Нижняя кромка в 30 километрах выше поселка Белая гора. Уровень воды там в 2 раза ниже критического. На реке же Яна преобладает повышение уровней воды с различной интенсивностью, однако подтопленных населенных пунктов нет. Как мы сообщали ранее, накануне был дан старт паромным маршрутам Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Сюда начали ходить только с середины дня, что привело к большой очереди автомобилей. На паромной переправе в Нижнем Бестяхе сейчас работает наш корреспондент Саргалана Захарова. Она на прямой связи со студией. Саргалана, расскажи, какая обстановка на причале в эти минуты и как обстоят дела с автомобильной очередью? Да, Василий, здравствуй еще раз. Мы сейчас находимся на борту парома 8 судна. Мы прибыли совсем недавно в Нижний Бестях, уже выгрузились. Сегодня паромы ходят уже второй день между берегами по реке. И такого ажиотажа, который был вчера, сегодня уже на берегу столицы республики нет. Ну а как видим, сейчас на Нижнем Бестяхе машин довольно-таки много, однако больших очередей нет. Все слаженно и спокойно заезжают. На берегу, на причале работает все время пост ДПС, который регулирует, контролирует, мониторит ситуацию здесь, чтобы не происходило никаких правонарушений. Василий? Саргалана, в официальном расписании заявлено 4 судна. Сколько паромов ходит по факту и придерживаются ли они штатного расписания? Да, а сейчас, как видим, не только 4 судна курсируют между берегами, между двумя берегами. Сейчас на реке примерно 10 разных паромов из разных компаний. Вообще в день они исполняют сейчас по 10 рейсов. Это туда-обратно получается 5 кругов. Сейчас, как отметили работники, это тестовое расписание. Сейчас должны его опробовать, и если сочтут его эффективным, то в таком режиме они будут работать целый день. Первые паромы выходят из Якутска, из Нижнего Бестяха в 6 часов утра и заканчивают они уже далеко за полночь. Саргалана, еще такой вопрос. Минтранс на днях заявил, что стоимость проезда останется прежней. Действительно ли это так и что говорят сами паромщики? Будут ли в течение лета поднимать цены? Да, мы лично сходили на кассу, спросили, проверили. Да, на самом деле цены такие на уровне прошлого года. И, как они говорят, работники, цены пока не меняются. Осенью посмотрим, в зависимости от ледовой обстановки и от того, как будут курсировать паромы, будет зависеть и цена. У меня пока на этом все. Василий. Да, Саргалана, спасибо за исчерпывающую информацию. На прямой связи со студией из Нижнего Бестяха была корреспондент Якутии-24 Саргалана Захарова. Не успели посадить урожай, а денег уже нет. Ленские фермеры столкнулись с проблемой финансирования на начале посевной. Есть ли выход из ситуации, выяснял мой коллега Вячеслав Пилипенко. Последние дни весны и последние дни отдыха для крестьян. Впереди у них 4 месяца тяжелого труда. В управлении сельского хозяйства озабочены, кто будет возделывать поля. Земля готова, а хозяев нет. В Ленском районе все меньше предпринимателей, занятых выращиванием сельскохозяйственных культур. Находится в Ленском районе 2160 гектар.
Мы планируем использовать в этом году 1047 гектар. В этом году мы снижаем свои показатели. Мы настаивали в Минсельхоз, писали письма, чтобы нам снизили посевные площади в связи с тем, что у нас закрылись крупные хозяйства. Местные сельхозпроизводители ежегодно придерживались одного плана на период выращивания культур. Сажали морковь, свеклу, огурцы и другие овощи. Объемы производства держались на стабильно высоком уровне. Но в этом году от некоторых овощей пришлось отказаться в пользу картофеля, основной культуры, возделываемой в Ленском районе. В этом году мы запланировали, посадить 25 гектар картофеля, 12,5 гектара капусты. От мелочевки мы отказались, от свеклы и моркови, так как у нас каждый год идет потрава лошадьми, коровами. И мы просто затраты такие несем, большие затраты, а урожая в итоге нету. Для ленских крестьян выход на посевную в этом году стал сложным как никогда. Помощь государства в виде выплаты субсидий задерживают, а сроки высадки поджимают. Фермеры уже готовы сами принимать меры. Оставлять Ленский район без урожая они не хотят. Каждый год у нас задержка субсидий. Получается. С каждым годом все позже и позже получаем субсидию. Мы-то готовы ко всему к этому. Мы стараемся. Конечно, мы будем вылазить всяко разные в долги и как-то выходить из этого положения. Конечно, мы посевной произведем. В управлении сельского хозяйства района говорят, что деньги есть. Средства уже переведены на счет получателей и поступят в течение 3 дней. Но фермерам уже сейчас нужно постараться успеть посадочные сроки. Благо земля подготовлена с осени. Можно выходить на поля. Вячеслав Пилипенко, Сергей Счастный, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». 150 рабочих мест предусмотрели на предприятиях Алданского района для людей с ограниченными возможностями здоровья. Но на сегодня из них заняты всего половина. С чем это связано, расскажет Татьяна Вахнина. Илья Парфенов и Алексей Терещенко – столяры, как говорят в народе, от Бога. Из обычной доски они создают шедевры. Шум станков не раздражает, мастера его просто не слышат. А с начальством и заказчиками молодые люди общаются посредством письма. Считается, что недостаток здоровья природа восполняет талантом. В отношении Алексея и Ильи это утверждение абсолютно верно. Мои эти ребята, особенно Алексей Терещенко, умеют все. И работает очень хорошо, самое главное, что он как специалист очень хороший. В Алданском районе реализуется несколько программ по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее обширная программа предусматривает квотированные рабочие места. Квота охватывает почти 500 предприятий. Общее количество рабочих мест для данной категории составляет без малого 150. В настоящее время более половины вакансий заняты. Наибольшее количество людей с ограниченными возможностями трудоустроены в золотодобывающих предприятиях, жилищно-коммунальной сфере и в организациях здравоохранения. В этом же и как адаптация к социальной сфере, это жить в социуме, то есть общение с людьми, в конце концов, не замыкается на самом себе. Работа для человека с ограниченными возможностями здоровья означает гораздо больше, нежели просто занятость за заработную плату. Руководители предприятий отмечают, что представители этой категории очень дорожат рабочим местом, обязанности выполняют на совесть. Восполняет, видимо, свои возможности, невозможности, и действительно отдается работе больше, нежели бы он был обычным. В то же время сотрудники Центра занятости отмечают сравнительно невысокую активность в поиске работы людьми с ограниченными возможностями здоровья. Этот факт специалисты объясняют психологическими барьерами, кои для себя возводит сам потенциальный соискатель. Да, у некоторых есть барьеры. Я инвалид, и я не могу работать. У нас поэтому работает с этой категорией, конечно, прежде всего психолог, для того, чтобы убедить, насколько для него это важно. Помимо социальных гарантий, программы по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья предусматривают реабилитационные мероприятия. Кроме того, для данной категории исключаются вакансии, предполагающие вредные условия производства. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
Путешественник из Рязанска преодолел более 1500 километров по Лени на резиновой лодке. Экспедиция Виктора Атласова началась 5 мая в Усть-Куте, и за 19 дней пути он путешествовал по главной водной артерии республики. 24 мая сообщил, что продвигается вблизи села Чапаево в Алекминском районе. По словам Виктора, в населенные пункты вдоль берегов не заходит из-за сложной в это время ситуации на реке. Иногда встречается на воде с рыбаками и охотниками. Они доброжелательные, подходят на своих лодках, угощают свежей рыбой и птицей. Всегда желают доброго пути. Добавил, что несмотря на довольно низкие для путешествия температуры, а именно плюс 10 днем и плюс 3 ночью, здоровье в порядке и чувствует себя хорошо. Сразу два праздника отметил нерюнгринский хор «Соловушка» – День песни в республике и День славянской письменности и культуры. Изначально концерт в честь этих событий планировался на улице, но из-за непредсказуемости погоды в Южной Якутии его перенесли в уютный актовый зал. Исполнили сводные песни, а далее, начиная с самых маленьких, каждый хор исполнил по 2 композиции из своего репертуара. Наши родители, они молодцы, что они выбрали все-таки музыкальные школы. Доказано это уже и психологами, и медиками, что пение укрепляет здоровье, развивает мыслительную деятельность, поднимает иммунитет. Если человек хотя бы 5 минут в день будет петь, это уже своего рода маленькая физическая тренировка. Поэтому наши дети успешные, здоровые. Дай Бог всем здоровья и успехов. А сейчас к спортивным событиям. 3-й день акции «Мир Май ГТО» проходит в регионе. Как нетрудно догадаться из названия, желающие сдают нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В этот раз характер массовый. С начала подобных мероприятий, а именно с 2014 года, в них приняли участие 37 тысяч якутян, многие из которых получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО. Первый день акции по предварительным данным, по заявкам трудовых коллективов, количество участников свыше 850 человек было. Второй день, несмотря на плохую, скажем так, ненастную погоду, дождь, участников вчера было свыше 450. То есть больше половины все равно участие приняли. И сегодня завершающий день, и те, которые не успели побегать в программе вчерашнего дня, сегодня смогут уже завершить полностью программу. На этом выпуск подошел к концу, а еще больше актуальной информации вы найдете на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.